Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ваших экранах только что был замечательный стадион Джузеппе Меатса. С этом стадионе Интер принимает Лацио. Ну, наверное, чуточку бы раньше, так по годам, это был бы матч, который бы привлек сумасшедшее внимание вообще всех в мире. Но так как Лацио в сегодняшнем сезоне не очень-то блещет, откровенно говоря, на седьмом месте идет, так ни шатка, ни валка играет, плюс к тому же, естественно, нестабильно, состав поменялся, не очень значительно, но все-таки появились новые имена. Вот состав Интера пока что с расстановкой игроков, здесь все очень понятно, я вернусь к этому для того, чтобы закрепить, так сказать, полученные знания. Ну и мы видим, что Рекоба и Адриано, два нападающих, на этот раз Рекоба в стартовом составе, что не так часто в принципе бывает. Ну а что касается Лацио, то вот перед вами Перуцци в воротах, ветеран вратарского цеха, играет дьявол здорово. Ну и вы видите по порядку, вот я чувствую, защитники стоят, как они, вот в составе с левой стороны, так же, как Авбеки. И Пандев, македонец с итальянцем Рокки образуют дуэт нападающих. Если прикинуть все это по цифрам и сравнивать схемы игровые двух команд, они, в общем-то, довольно-таки похожи. А там по ходу мы разберемся, кто больше, кто меньше, так сказать, помогает атакующим или оборонительным порядком. Ну, а из наших выпусков вы уже знаете, что 30-й тур начался двумя матчами накануне. Ювентус спокойненько разобрался с Ливорно, причем на поле соперника, не дал забить возможности Лукарелли, иначе бы Лукарелли поправил слегка свои дела в споре бомбардиров. А так отличился Трезеге, причем отличился дважды, и на его счету сейчас уже 20 мячей. Он идет вторым после Луки Тони из Фиорентины, который лидирует в соревновании бомбардиров, набрав, так сказать, 23 очка, а точнее забив 23 мяча. Судя встречу Тициано Пьери, команда выходит уже на поле. А у меня так, а у меня еще один результат, который мы имеем со вчерашнего дня. Тревизо проиграла на своем поле Кальяри со счетом 1-2. Эспозито, Басседжио, Суазо, вот авторы забитых мячей. Ну, коль скоро я назвал Трезеге, то мне надо назвать и остальных, кто отличился в матче Ливорно. Ювентус. Да, так вот, там отличились еще Фертцель, это у Ливорно, и также Дель Пьеро. У меня такое ощущение, что Дель Пьеро вышел на замену, я не видел этой игры, откровенно говоря. Занят был другими делами, матчем Спартака с Лучом Энергии, испортивший матч мне настроение. Ну так вот, значит, Дель Пьеро все-таки свой гол тоже забил. 3-1 Ювентус выиграл, уверенно лидирует. Турнирная таблица перед всеми остальными играми 30-го тура сегодняшними, значит, выглядит таким вот образом. Лидер Ювентус 77 очков. Далее идет Милан 64, Интер 62, Фиорентина 56, Рома 55. Ну, в общем-то, будем считать так, что за четвертую позицию у Интера, конечно, ситуация гораздо лучше, нежели у Фиорентины и Ромы. И будем считать, что за четвертую позицию Фиорентина и Рома ведут борьбу. Ну, нам показали некоторых персоналиев этого матча. Это Рокки, нападающий в паре с Пандевым, будет, так сказать, терзать оборону Интера.
во главе с Хавио Санетти, капитаном команды, бессменным. Уже сколько лет он возглавляет, я даже и сразу вам и не скажу. Ливерани капитанствует в составе Лацио. Талантливый, с моей точки зрения, Хавбек Левша. Очень умный и тонкий игрок с хорошим чувством паса. Да и пробить поворотом тоже может. Ребята, у меня... Я обратился к своим друзьям, чтобы, так сказать, дыхание стадиона почувствовать еще, так сказать, острее. Погода чувствуется хорошая в Милане. И матч уже начался, счет не открыт 0-0. Еще раз о составах команд, как я вам и обещал. Да, так вот, Лацио Перуцци 1, Отдо 22, Крибари 25, Севилья 13, Заури 8, Бехрами 85, Дабо 6, Ливерани 20, Маури 11, Пандев 19, Рокки 18 номер. Интер в воротах Тольдо, Хавио Санетти 4, Кордоба 2, Матерацци 23, Уоме 33, Фигу 7, Верон 14, Кампьясо 19, Сезар 31, Рекоба 20, Адриано 10. Ну, тренеры всем хорошо известны. В атаке Фигу на месте правого крайнего, финтит, на подстраховке еще один игрок, пас назад. Рекоба под левую и навес в площадь ворот. Хорошо играет Перуцци на выходе из ворот. Не добирается до мяча Верон. Однако с мячом все-таки Интер. Пас на левый фланг. Ловко проскочил игрок Интера Уоме и сделал передачу. Угловой удар. Да, хорошее дыхание стадиона, замечательно. Навесная подача примерно на 11-метровую отметку и удар Матерацци наш нес поворотом. Центральный защитник. И, между прочим, на его счету немало мячей в этом чемпионате, кстати. 12 у Адриано и 8 у Рокки, если мне память не... Там может быть даже и 10 у Рокки. Да, у Рокки 10 мячей, я прошу прощения. Я аж чувствую, так наслушал, что-то маловато. Я ему отвесил. Перепасовка в стане обороны пока что Интера. Пас по правому флангу. Фигу толкнули в спину. Судья не реагирует. Рекоба сместился на левый фланг. Пас по левому краю. Что дальше? А можно было откатить мяч просто подошвой назад. В бежевом пальто, как обычно, видимо, везучие. Президент Интера. Маратти и Верон с мячом. Распределитель в действии. Пас назад. А на левый фланг отдать можно было. Можно было сыграть и на ближнего с Рекобой. Он открывается на правом фланге. И по диагонали на левый край. И вот все-таки правильно сыграл игрок. Под углом он находился. Я подумал, а может быть ему ударить поворотом схода. Вот после паса Рекобы. Посмотрите, может быть я не прав, правы вы. А вот неожиданно он отдает пас под удар Адриано, под его левую ногу. Но защитник чувствовал этот ход и опередил бразильца.
Еще одна атака и передача очень легкая для Перуцци. И делать ему тут, так сказать, особо нечего было. Смотрите еще разочек, что там нам предлагают в порядке повтора, а вроде бы как и ничего. Ну а далее ошибка Лацио. У Лацио игра в пас пока не получается, имеет преимущество Интер. Камбьясо пасует Верону. И опять подключение игрока с левой стороны с пасом в одно касание. Торопливо несколько в этом конкретном случае. Санетти играет направо с Фигу. Фигу назад. Камбьясо, Матерацци под левую ногу и ближнему Верону. Верону опять-таки мяч, а Верон внешней стороной. Видели, как здорово дьявол пас отдал направо. В одно касание стенка на средней дистанции. Фигу и Санетти разыгрывают. Фигу с мячом. И Верон уже тут караулит. А вдруг, если что-то не так, то он готов принять мяч. Рекобой удар с ходом. Неплохо, правда ли? Приложился Камбьясо и двинул поворотом, попал в защитника. Кордоба отыгрывает мяч назад. Тольдо. Тольдо уверенно занял позицию в воротах. В атаке Лацио подкат, и мяч уходит, видимо, за линию ворот. Так, угловой у ворот Интера. Разыграли мяч футболисты Лацио. Пас назад. Будет подача высокая на противоположный фланг. И что Тольдо показывает, что надо все-таки вводить мяч в игру. Судья с ним согласен. Ударом от ворот. Вот еще раз этот навес. Вне игры нет. Тут было похоже что-то на нарушение правил. 25-й номер Крибари, пришедший в штрафную площадь, защитник, нарушал правила. Но так как тут и удар от ворот, то чего уж придумывать лишнее. Адрианов залез в офсайд. Вы теперь, дорогие друзья, знаете, что уже не игрок в офсайде, а часть его тела. Кроме руки, между прочим. Вношу поправку. Потому что рукой нельзя забить. Сразу же штрафной. Футбольная казуистика. Ну да ладно, вот Фигу атакует и нарушает правила игрок. Вот тот самый Крибари, который пришел в штрафную площадь и там неаккуратно боролся за мяч. Парень рослый, наверное, со своим ростом и совладать не сумел. Затоптал нехилого, между прочим, Фигу. Заплел ему еще к тому же ноги. Ну, в общем, врезал, как говорят футболисты, сопернику прилично. Рекоба будет выполнять штрафной удар. Почти угла штрафной площади. Стенка закрывает ближний от вратаря угол, то есть левый от него. Перуцци закрывает левый угол. Ну-ка, и тут же, по-моему, с ударом хорошим и Матерацци. Нет, удар в ближний угол. Не рискует. Перуцци двумя кулаками мяч отбивает.
и нарушение правил. В составе Интера бывшие игроки Лацио, ну, уже мы, наверное, привыкли к тому, что, так сказать, Станкович в составе Интера, но он не играет, так как перебор, там желтый карточек, вот, ну и Сезар перешел из Лацио в Интер. Ну так, если суммировать то увиденное, то мы скажем, наверное, не ошибаясь, что Интер имеет преимущество пока что над соперником. Это Пандев. Ну вот мяч от ноги Сезара ушел за пределы поля. Хотя было похоже что-то на опасную игру со стороны футболиста Лацио. Правда, он не дотронулся ни до мяча, ни до ноги, но нога шла, в общем-то, довольно-таки опасно при попытке отобрать мяч. Если разбирать уже вот то, что мы с вами наблюдаем по тактике игры, то заметили, что несмотря на то, что справа Фигу сейчас там мяч потерял, значит, игрок во всех вариантах опасный, интересный, все-таки чаще атаковал Интер левой стороной, где активно работал Сезар и Вома подключался. Значит, такая связка может быть неприятной для оборонительных порядков Лацио. К таким вещам часто прибегают тренеры, когда однотипные игроки на одном фланге его команды. Незамысловатый, откровенно говоря, ход, но, правда, иногда приносит успехи. Многое зависит от того, как работают эти футболисты на поле, насколько они понимают друг друга и что за соперник, в конце концов. А то бывает так, что приходится бегать чаще не вперед, а назад. Ну, на этот раз нарушение правил против Крибари. Это мощный Адриано задержал соперника. Парню, я имею в виду Адриану, в последнее время не везет. Моментов у него навалом для взятия ворот. Бьет сильно и не попадает. Вот он опять с мячом. Нет, пить неудобно. Пас назад. Не заметил Фигу, что с правой стороны бежал параллельным курсом еще один игрок. Посмотрите, вот пас назад Адриано делает. И дальше вот с правой стороны уже находился игрок Лацио, а он как раз подправил мяч под правую ногу, чтобы ударить поворотом. Раз, под правую ногу. А здесь 8-й номер Лацио Заури знает, что делать. Угловой. Правильно сделал Перуцци, не стал ловить в толпе мяч, отбил его кулаком, смотрите. А партнер отправил на угловой. Счет не открыт, 0-0.
Мяч в руках у голкипера. Не понять. Наверное, все-таки там было нарушение правил. Может быть, со стороны Матерацци. Непонятно пока что. Завершает 30-й тур Рома и Мессина. И я хочу вам напомнить, вы наблюдаете за матчем Интер Лацио. Я напомню вам о том, что перенесен матч Кальяри Фьорентина. Он был отменен из-за погодных условий на 30-й минуте. Очень сильный ветер начался и невозможно было играть. Судья увел команды под трибунное помещение. Ну, такая невыразительная атака Лацио. Мяч ушел за пределы поля. И снова с мячом хозяева. Пас неплохой в площадь ворот. Защита тоже на чеку. Выйти Перуцци было сложновато из ворот, хотя и высоко мяч летел. Еще рано отдавать мяч. Отто ведет борьбу с Сезаром. Матерацци. Тольдо. Хорошо подключился игрок к атаке. Нет, удара не будет. Пас. Еще передача. Кордоба наступил на мяч. Ошибся игрок Лацио. Борьба. Фигу. Ну, в общем, пока Лацио держит оборону. Сезар. Верон. Фигу. Удар с дальней дистанции в дальний угол. Что такое случилось? Перуцци не среагировал на несильный удар и просто проводил взглядом мяч. Может быть, нога левая поехала. Вот он двинулся, ему показалось, что он будет бить Фигу в левый от него угол, и он пошел его закрывать. И на этом попался. Вот видите, как он далеко ушел от центра ворот в левую сторону, и открыл совершенно на 2/3 с правой стороны ворота. Бессилен был, попади только Фигу, отвечаю, и был бы гол, а удар-то был не сильный. Верон. Кордоба. Санетти. Я не знаю, как вы заметили, я ловлю себя на мысли, что все-таки, несмотря на то, что Рокки, Пандев, известные игроки, нападающие, за которыми надо очень внимательно следить, вот, все это понятно прекрасно и игрокам Интера. Но пока они не проявляют особой инициативы, и тем не менее Интер играет очень строго в обороне, особо не зарываются футболисты. Это Делио Росси, наставник Лацио.
Ну, поменялось много уже тренеров. А вот что странно, между прочим, во многих клубах происходили смены наставников, главных тренеров. Невио Скала даже не мелькал среди востребованных. А мы его любим и уважаем. Севилья, это Пантев получил повреждение, смотрите. Кордоба нарушил правила. Так что титры Севилья появились не по делу. Ну, надо сказать, что Кордоба игрок жесткий. Если уже идет в отбор, то это Круз разминается, нападающий Интера. Если Кордоба идет в отбор, то уже не сворачивают. Ну, сегодня 30-й тур. О двух матчах я вам рассказал с некоторыми деталями. Киево и Сиена играют, и там есть уже забитый мяч с пенальти. Киево впереди 1-0. И Игорь Тудор, известный очень нам всем игрок, уже удален в споре. Вот такие дела. В остальных матчах счет еще пока не открыт. Ну а Рома Мессина, эта встреча завершает 30-й тур. Это вечерняя встреча. Роберто Манчини, наставник Интера. Немножко снизился темп. Можно играть, показывает арбитр. Сезар, Адриано. Вариант стенки не проходит. Мне не понравилось, как работали сейчас с мячом эти два футболиста. Опытных, два бразильца. Не по делу совершенно. Адриано должен был в одно касание сразу же отдать мяч Сезару и тут же открыться. И получил бы мяч также в одно касание, даже вторым. И то было бы правильно, и продолжена была бы атака. А так он тащил мяч в сторону Сезара и ему же отдал. А зачем? Это Кордоба так играл головой, не веря своим ногам, и мяч ушел за пределы поля. Угловой ворот Тольдо. Был, я вам скажу так ласково, ударчик поворотом. Для разминки очень хорошо. Заслуга лишь бившего поворотом в том, что он, а это отдан, нанес удар поворотом с хода, показал нам, как это делается в классическом варианте. Ему это удалось. А пока счет не открыт, 0-0. И то, что игра идет через Верона, мы уже к этому привыкли. И поэтому я особо об этом не говорю. Не подчеркиваю значимость таких ходов. Между прочим, Игорь Тудор уже удален был на второй минуте, после чего на 4-й был назначен 11-метровый удар в ворота Сиены. И Обинна, вот так вот запомните фамилию, с пенальти забил гол. А у нас счет не открыт, 0-0 при полном превосходстве Интера. Сезар с мячом делает навесную подачу. И состоялся удар поворотом в исполнении Адриано, но высоко. Естественно, задаемся вопросом, как же так двое стояли, дали возможность сыграть этому парню головой. Значит, один не допрыгнул, второй занял такую позицию, что помешать не мог.
Опять атакует. Правда, на этот раз совсем уж неудачно чужому отдает мяч игрок Интера. Атакует Интер, и мяч теряет футболисты Лацио. Вот когда я сказал вначале, что Лацио на 7-м месте играет ни шатка, ни валка, нестабильно, это вот одна из таких игр, когда ничего совершенно не ладится. Не держится мяч, никаких вообще попыток побеспокоить по-настоящему Тольдо. Там удар Отто, ну мы отметили его, навесные подачи издалека, становится добычей легкой таких совершенно защитников. Вот так играет сегодня Лацио. (0-0). Пандев уже на поле, в полном составе гости. Мне создается впечатление, что вот такой вот игрой Лацио условно убаюкивает своего соперника. Но продолжает Интер все-таки беспокоить защиту. Удар с дальней дистанции в исполнении Адриано не точен. Удар от ворот Перуцци, идет мяч в игру. Я познакомлю вас с запасными игроками той и другой команды. Джулио Сезар, голкипер, которого вот заменил Тольдо. И уже несколько подряд игр ворота защищает именно тот проверенный, всем нам хорошо известный игрок в прошлом сборной Италии Франческо Тольдо. Вальтер Самуэль, центральный защитник, на скамеечке запасных. Кили Гонсалес тоже, Давид Писарро, Кристиано Донетти, Гулио Круз и Обафеми Мартинс. Хорошая вообще такая бригада, мне она нравится. И любой из игроков может выйти на поле по желанию Роберто Манчини. Ауделио Росси, Марко Балотта. Пожилой вратарь, но по-прежнему в строю. В запасе Джаломбардо, появлявшийся уже не раз в составе Лацио, но сегодня не играет. Белери тоже играл, но готовится в резерве. Бонани, такой же известный человек. Манфредини, его недавно нам показывали, здесь такой крайний хавбек, тоже известный. И Мудингаи, Габи Мудингаи. Он как-то мелькнул, откровенно говоря. И вот удар по воротам, очень опасный, ну, наконец-то, это Пандев. Пробил по воротам, очень опасно. Нырнул за мячом, посмотрите еще раз, Тольдо. Вот с дальней дистанции, но в полуметре от ворот мяч улетел за пределы поля. Очень опасный удар. Взял, не взял бы, или отбил, не отбил бы Тольдо, это мы можем гадать сколько угодно. Но если бы попал, я так чувствую, Пандев в створ ворот, до штанги поближе, и этот бросок Тольдо мог бы и не помочь. Да, так вот, вот этот самый паренек, 24-летний, который в запасе, значит, Мудингаи, он, оказывается, бельгиец, не меньше внимания, не больше. Ну и Ильди Тарре, албанец, рослый, в резерве у Лацио. Ну вот побеспокоили гости разочек Тольдо ударом с дальней дистанции. Загляну в другие города, с вашего разрешения. Вот только Кьево из Вероны забила гол. В остальном, как и у нас здесь в этом матче, счет не открыт. Мне даже хочется, вы знаете, поменять адрес и посмотреть, хорош Тольдо, как здорово сыграл опять на перехвате. Ну вот разыгралась Лацио, наконец-то, вняла нашим мольбам. И еще следует навес, но очень простой, и Тольдо работает без всяких проблем.
У нас не открыт счет. 0-0. Ни разу еще не побеспокоил Тольдо и по-настоящему оборонительные порядки Интера вездесущий Рокки. Он обычно энергичнее играет. В атаке и с ударом поворотом с дальней дистанции Интер, и ничего опять. Мяч в обороне Кальяри. Игроки расставлены очень широко. Вомы там на левом фланге. Здесь подключается на этот фланг Верон. Набрасывает мяч в сторону Рекобы. А Заури очень хорошо контролирует действия этого игрока. Идет вперед Сезар. На коротке играет с партнером, получает от него мяч. И дальше опять потеря. Много игры слева, но толку пока мало. Пас направо в атаке. Лацо, и нарушение не обнаружил арбитр против Бехрами. Светловолосого парня, играющего за Лацо, Бехрами, Швейцарии, между прочим. Валон Бехрами. Вот он, этот мяч. Опять-таки на половину Интера. И вдруг потеряет его ни с того, ни с сего. Возится с мячом хозяева поля. Ну, отдай пас направо. Здесь уже Санетти и навес. Длинный на противоположный фланг. Такой резанный удар, уходящий от ворот. Мяч остается в поле. Сезар отдает назад. Эта передача не очень удачная. И мяч за пределами поля. Атакует Лацио. Внимание. Пас в штрафную площадь. Из-под ноги наносится удар поворотом. Это уже Рокки. Наконец-то слегка посвирепствовал. Вот, посмотрите. Но Кордоба ему до конца не дал возможности пробить так, как тот хотел. Это Пандев ему пасует. Кордоба ныряет под этот удар и очень активно мешает. Смотрите. А это тот случай, когда Бехрами не сумел обойти Вомы. А теперь угловой. Матерацци отбивает. Пас направо.
Наверное, навес будет. Внимание, не будет навеса. Идет перепасовка с тем, чтобы вытащить немножечко из штрафной площади соперника и растянуть оборону. Ну, в общем-то, перестарались, откровенно говоря. Так, в матче Киева-Сиена счет стал равным. Фолио тоже с пенальти восстановил равновесие. 1-1. И, наконец-то, гол состоялся. Фигу забил. Может быть, несколько неожиданно. Я в этот момент еще смотрел, что там происходит в других городах. Сейчас мы посмотрим повторы и разберем, что к чему. 1-0. Фигу забил гол. И 1-0 в пользу Интера. О, тут вздохнул весь стадион. Уж Фигу. Вот Рекоба навешивает на противоположный фланг, останавливает мяч Фигу и бьет в дальний угол схода. Значит, здесь ситуация в чем, значит, заключается, так, если разбираться скрупулезно в эпизоде. Вот навес смещается в угол сюда и закрывает слишком сильно Перуцци свой ближний левый угол уже в конкретном этом эпизоде, когда Фигу мяч получил, и слишком открывает дальний, а посему его бросок бесцелен совершенно. Немножечко не почувствовал ворота, если хотите. Я почему так останавливаюсь на голкипере. Опыт ему должен был подсказать, что так далеко не надо смещаться к штанге. В противном случае мог бы и выручить, откровенно говоря. Я не обвиняемый, я просто разбираю эпизод. Как могло бы быть лучше? Итак, 1-0. Автор гола на нашем экране, на вашем, ихнем и так далее. Пас в центр налево, 1-0 впереди Интер. Интер по-прежнему владеет инициативой. Наверное, все-таки футболисты Лацио и тренер не разобрались как следует. Левая сторона все время открыта в атаке, имеется в виду. И у него возможности, у Интера здесь неограниченные. Поэтому вот так спокойненько оттуда Рекоба перебросил мяч направо. Больше внимания уделяет Фигу. И сколько бы ему не удивляли этого внимания, все равно он забил. 1-0 впереди. Хозяева поля. Хорошо сыграл Верон. Пас налево. Обострение игры. Удар в дальний угол. Неплохой удар в исполнении Адриано. Сознательно нацелил удар в дальний угол. И пусть даже не попал, но все-таки заслуживает похвалы за этот рейд в сопровождении двух сразу. От до. И еще Севильи и наносит удар из-под ноги. Поэтому Перуцци уже не успевал даже среагировать. 1-0 впереди. Интер. Интер пока опережает Фиорентину, идущую на 4-м месте, на 6 очков. Так и хороший, в принципе, задел после 29 туров. Но вот Рома, что называется, наступает на пятки Фиорентине и идет всего-навсего отставая на 1 очко. Не хватает Тотти, правда. Но зато рекорд установлен подряд, выиграв 13 игр. Удар нет, пасует на замахе направо игрок Интер, это Верон, еще правее. Санетти делает нехитрое обманное движение и попытку подать в штрафную. Вроде удается,
Дальше отскакивает мяч сюда к нашей боковой линии. И из-за боковой ведут хозяева поля в игру этот мяч. Рыкоба. Переборщил с финтами, но ошиблись опять игроки Лацио. Ну что ты поделаешь? Столько оплошностей при передаче мяча. А на раздаточном пункте хозяйничает вот этот самый Верон. Пусть сейчас ошибся, но там они затевали что-то такое любопытное, откровенно говоря, на коротке разыгрывая мяч. Это Рокки и Кордоба. Ну, нам наши коллеги, оператор и режиссер и ассистент пытались продемонстрировать, часть тела Рокки была вне игры или не было. И удивительное совершенно положение придумали в комитете по правилам. Угловой у ворот Лацио. Матерацци в штрафной. Нормальное совершенно явление. Рослый, прыгучий центральный защитник. Передача на ближний угол. И снова угловой. Ну тут и Кордоба. Тоже центральный защитник. Это Отдо. Камбьяссо. Вот, обнял Сезара. Удар в ближний, там вратарь. Немножко неожиданный удар, скажем прямо. Наверное, и я в том числе ожидал от Рыкобы какой-то передачи, навеса или под удар уж, так сказать. Наверное, где-то мелькнула такая мыслишка кое у кого. И у меня так я прям точно говорю, что я ожидал от него паса. Он вдруг ударил поворотом. Молодец, что Перуцци знал, что будет удар, и занял точную позицию. Иначе бы другой пропустил бы, размышляя, будет пас, не будет паса. Нарушение правил со стороны вот этого парня Адриано. Так, значит, Удинезе пропустила от Милана гол на 42-й минуте. Автор гола Жилардино. 1-0 впереди Милан. Милан у нас в таблице идет на втором месте, набрав 64 очка. И здесь Интер впереди 1-0. Так что если вот брать в расчет, как поступает в некоторых странах, вот к этому времени уже, так сказать, и вносят изменения в таблицу. Значит, 67 очков уже у Милана, 65 у Интера. Но тем и другим еще играть. Нарушение правил со стороны Фигу. Последняя минута первого тайма. 1-0 впереди Интер. Кутольдо выручает. Еще удар поворотом из неудобного положения. Ну, наверное, Рокки был и прав, чего уж тут мудрить, искать кого-то, кто будет в более выгодной позиции, когда он сам в этом плане делает лучше многих других. Он забил уже 10. А другим еще надо постараться. Вот смотрите. Это голевой момент. И если бы, смотрите, не вышел навстречу Пандеву Тольдо, не сократил угол обстрела, Пандев мог и забить. А так помешал Тольдо. А удар Рокки с разворота не получился. Так что вот это голевая ситуация, пожалуй,
первое в исполнении игроков Лацио в этом первом тайме. Вот почему против этих двоих, в принципе, помните, я говорил, строго все-таки стараются действовать в обороне игроки Интера. Тут образовался невольный такой пресс из игроков Лацио, почему и последовала оплошность при передаче в офсайде Адриано. 1 минуту добавил арбитр Тициано Пьери. Ну-ка, в момент удара. А уже, наверное, и свисток судьи. Да, свисток имел место. Итак, 1-0 впереди Интер. С реальным шансом восстановить равновесие у Лацио в самом конце, но не использованным. И в итоге команды вот при этом и уходят на перерыв. Значит, посмотрите, все-таки Интер заметно владел мячом больше, нежели Лацио. Это и даже без этих указаний цифровых нам было ясно, как божий день. Ну и, в общем-то, наверное, по делу, что Интер пока впереди. Кьево выигрывает у Сиены в начале уже игры, но потом пропускает гол тоже после пенальти. Там ничья 1-1, и Милан ведет в счете против Удинезе 1-0. В остальных городах пока еще счет не открыт. Вот, может быть, там добавленное время. Поэтому в начале второго тайма я вас с результатами первых таймов в других городах обязательно познакомлю. Сейчас отдохните. Ну что ж, дорогие друзья, вы полюбовались стадионом Джузеппе Меатца. Перед началом второго тайма команда выходит уже на поле. Интер ведет со счетом 1-0 против Лацио. Лацио имела великолепный шанс, что называется, голевой, восстановить равновесие на последней минуте, но, увы, не сумели это сделать, не сумел обыграть Пандил Тольдо, который вышел из ворот, как говорят, выкатился и ногой отбил мяч и спас свою команду от неминуемого гола. Вот так завершился этот первый тайм с явным тому же преимуществом Интера и во всех компонентах игры. И логично, что команда выигрывает 1-0. В других городах, как я вам и обещал, результаты следующие. Кьево-Сиена после первых таймов 1-1. Фьорентина проигрывает Асколи 0-1. Если вы помните, Синиша Михайлович на ваших экранах. Адриан. Да, так вот, вы помните, Асколи обыграла Рому 3-2 и прервала 13-матчевую выигрышную серию Ромы. И вот Асколи сейчас побеждает Фьорентину 1-0. Интер выигрывает у Лацио 1-0, Лече Парма 0-0, счет не открыт в матче Реджина Эмполи, также не открыт во встрече Самдория Палермо, и Удинезе проигрывает Милану 0-1, Желардино забил пока этот единственный мяч. И второй тайм матча Интер-Лацио 1-0 в пользу Интера. Составы команд для тех, кто не с самого начала смотрит нашу трансляцию. Перуцци 1, Отто 22, Крибари 25. И в этот момент Рекоба забивает второй гол. На 25-м названном номере Крибари Рекоба забивает второй мяч, и счет становится 2-0. Вот такое начало. И желтая карточка. Вот этот пас. Мяч сбрасывает Отто вратарю. А дальше уже Рекоба без помех перебрасывает мимо Перуцци в ворота. Смотрите. Чутье сработало. Бежал-то Рекоба туда за спину
Отдо еще одного защитника, полагая, что они не доберутся до мяча. А не тут-то было вдруг. Бац! Ни с того ни с сего. Отдо прям на голову Рекобе, а Рекоба в ворота. Вот и все, 2-0. Так вот это на 25-м номере Крибари произошло, когда я его назвал. Он тут ни при чем. Севилья 13-й, Заури 8-й, Бехрами 85-й, Дабо 6-й, Ливерани 20-й, Маури 11-й, Пандев 19-й, Рокки 18-й, главный тренер команды Лацио Элио Росси. Еще удар по воротам, опасный наносит Адриано, но мимо. Но мимо. Дотронулся до мяча Перуцци, и надо подавать угловой. Сейчас дойдет очередь до Интера. Назовем. Адриано, что мы запомнили. Длинный навес на противоположный фланг и удар поворотом, но на этот раз тоже мимо. Бил с хода Верон. Есть у меня такие воспоминания о Делио Росси, что он продлил с Лацио контракт чуть ли не там до 2009 года. Но до этого меняли, и игроки не подписывали тренеров, игроки не подписывали контракты. Это было в информационных выпусках, и я об этом вспомнил. Ну, короче говоря, сейчас Делио Росси рулит процессом. А у Интера все тот же Роберто Манчини, а в воротах Тольдо, Хавер Санетти и капитан 4-й, Кордоба 2-й, Матерацци 23-й, Вома 33-й, Фигу 7-й, Верон 14-й, Камбьяса 19-й, Сезар 31-й, Рекомба 20-й, Адриано 10-й. Тициано Пьери главный арбитр. Еще навесная передача и пошел на мяч резко, как раз 22-й номер Матерацци, добрался до мяча, 22-й сказал, 23-й, но тем не менее сыграть его как следует не сумел. Тяжеловато. Пас длинный, но тут Тольдо хозяйничает, и мяч у него в руках. Интер Лацио 2-0. Еще раз мы увидели этот курьезный гол. Вскочил даже президент благодаря соперника за такой подарок. Если кому-то хочется меня отредактировать, не возражаю. Подарок судьбы футбольный. Верон пасует и срывает аплодисменты зрителей, тонко разбирающихся в такого рода искусстве футбольном. С мячом Лацио. Я извиняюсь. С мячом Лацио. Неплохой розыгрыш мяча. А вот здесь-то мимо ударил почему-то игрок римской команды, а Фигу попал мячом чужого игрока. Ни с того, ни с сего. Правда, он открыл счет. Уже много. Навес. Матерацци отбил. Верон направо сыграл. И давай пробежимся, называется. Это Рекоба, против него Крибари.
Вот еще раз повтор этого момента. И Рекоба четко отдает мяч чужому. А пасовал Адриано. А теперь Хавьер Санетти. Против него Маури. Навесная передача. Сброс мяча назад под удар. Камбьясо играет налево. Не рискнул ударить поворотом. Еще пас по центру. И на замахе. И удар поворота. Браво, Перуцци. Браво, Воме. Все-таки на замахе сумел обвести соперника и двинул левой под перекладину. Перуцци блестяще среагировал. Сильнейший удар внешней стороной стопы. Мяч по траектории улетел туда под перекладину. И угадал Перуцци. Угловой. И здесь в порядке вратарь. И опять не везет Адриано. Здорово пробил сверху вниз. А на месте Перуцци. Налево быстренько нет, не хочет. Вот поэтому и ошибка. А слева напрасно совершил рейд игрок Лацио. Теперь ему возвращаться назад. Ошибается игрок Интера. 2-0 впереди хозяева поля. В других городах без изменений. Напомню, что Рома и Мессина играют последними в 22:30 по московскому времени. Атакует Лацио. Пас на левый фланг. Заури. Навес, удар, гол. 2-1. Это Пандев. Исправился за тот случай, который у него был для взятия ворот на последней минуте первого тайма. А вот то, что защитники как не играли осмотрительно, оставили совершенно одного. Пошли вдвоем в отбор мяча на того, кто был у передней штанги, а это Рокки. И в итоге бросили на произвол, так сказать, судьбы Пандева, а тому не оставалось ничего, как отправить мяч левой ногой в угол от Тольдо. И 2-1 в пользу Интера. Удачный пас. Адриано забыл, что рядом линия поля. Матерацци здорово головой сыграл. И в атаке Интер. Рекоба, ребят, поаплодируйте. Я вас лично прошу. Лично аплодисменты обоим. А может и даже и троим. Смотрите, как Адриано набрасывает мяч Рекобе. Тот подстанавливает левой и схода вторым касанием в нижний угол двинул. Посмотрите, ударище. А как среагировал Перуцци? Вы не помните, сколько лет этому парню? Не задавайтесь даже вопросом. Это настоящий голкипер. Ну, потом был угловой, мяч пролетел над перекладиной, удар от ворот, Перуцци вводит мяч в игру. Мяч в игре. Рекоба. Неплохо. Маури пасует вперед, а партнер ошибается. Вне всякого сомнения, гол футболистов Лацио слегка вдохновил. Верон вышвырнул за пределы поля соперника. Это Дабо.
Дабо чаще работает на своей половине поля, поближе к оборонительным порядкам. Но иногда, помня о своем ударе правой, вперед бродит. Отдо пасует в штрафную площадь, Рокки сыграл. И удар через себя в падении. Неплохо, красиво смотрится все это, но удар не сильный. Два-один, по-прежнему 2-1. Так, Парма забила в ворота Лечи и ведет 1-0. Палермо, также играя в гостях, забила гол Сампдории и тоже 1-0. Фьорентина сравняла счет против Асколи 1-1. Здесь надо обязательно уточнить, кто забил у Фьорентины. Брокки, полузащитник. Не Тони. Атакует Лацио и мяч Воме отбивает на угловой. У Асколи открыл счет Домици, а восстановил равновесие Брокки. Соответственно, 43-я и 53-я минуты. А это был Бехрами на ваших экранах. Мяч отбил Матераци, Дабо. Пас назад. Удар от ворот. Кьево вышло снова вперед в матче против Сиены. 2-1. Тольдо вводит мяч в игру. Перуцци выбивает мяч из пределов штрафной. Штрафной удар. Это Дабо. Рукой придержал Верона. Опять за пределами поля мяч. Так, Милан забил второй гол в ворота Удинезе, играя в гостях. Интер выигрывает 2-1 у Лацио у себя на поле. Поэтому пока разрыв в 2 очка между ними сохраняется в турнирной таблице. Это Пандев, который провел единственный мяч в ворота Тольдо. Итак, пока не открыт счет только в одном матче. Реджина Эмполи и Рома Мессина завершает 30-й тур поздним вечером. Рекоба набрасывает мяч в штрафную и бьет по воротам Адриано и опять не попадает. Но Перуцци был на чеку. Удар был не сильный. К тому же. Повтор этого эпизода и Адриано на наших экранах. Чаще других мелькает на экране Адриано. В общем, как намек, ну как даже ему все-таки повезет, и он в конце концов забьет. Атакует Интер.
бить не удают. И мяч отобран. Севилья посылает мяч вперед и ошибается. Верон играет головой, принимает на грудь и далековато мяч отпускает. Значит, тут вот какая штука, уважаемые телезрители. Значит, здесь пришла поправка. Андрей Шевченко открыл счет на 42-й минуте, а я говорил Желардино. Помните, вот сейчас по другим адресам погуляли и нашли вот таким вот образом. А Альберто Желардино забил второй гол. И таким образом 2-0 в пользу Милана. Это означает, что Тони, он не забивал, 23 мяча имеет забитых и лидирует в соревновании бомбардиров. Далее идет Трезеге 20 мячей и у Шевченко 17. У Желардино 16. Лукарелли из Ливорной Тотти по 15 мячей. Не сильный удар в руки Тотти. Посмотрите еще раз, прямо с первого же касания. Ногой ближний к мячу, когда Рокки справа подавал. Это хороший удар и хороший замысел. И он требует поощрения. Оно звучит из моих уст. А бил Бехрами. Снова с мячом Лацио. Неточная передача. Камбиас отбросил мяч в Уоме. Тот так ловко на базамаке второй раз убирает своего визави, но потом теряет мяч его партнера. А я вспоминаю тот удар поворотом, когда Перуцци блестяще вытащил мяч под перекладины. С мячом Лацио. Пас назад. Дабо. Все перепасовки. А теперь пора уже и набросить мяч в штрафную. Что и было сделано, но защитники помешали. И что в конечном счете здесь мяч уходит за пределы поля. Вот навесная подача. Коснулся мяча Хавер Санетти. Следует еще одна навесная передача. А здесь спокойненько капитан команды отправляет мяч на угловой. Подальше от неприятностей. Угловой. Дабо отдает мяч направо. Дальше в центр. Верон. И направо быстренько. Значит, отдали мяч налево Рекобе, а не Адриано, с тем, чтобы именно Рекоба уже в заключительной стадии этой атаки использовал как раз все качества Адриано. Если бы вот они меня послушали, отдали мяч Адриано, наверное, в другом ключе развивалась бы совершенно атака. Адриано получил бы мяч с правой стороны, и даю вам слово, финтом ушел бы влево, подправил мяч под свою левую и бил бы поворотом. Удар поворотом сильный, но не точный. 2-1 бил Воме, 2-1 в пользу Интера. Далековато было до ворот, мяч свалился с внешней стороны стопы и улетел за пределы поля. Так, значит, больше уже у нас ничьих нет. Если, а я советую вам вспомнить вчерашние результаты, смотрите, вот к этому времени, только к этому времени, здесь нарушение правил, сейчас посмотрим, чем это все закончится. Значит так, Ливорно проиграла у себя дома Ювентусу, Тревизо уступила у себя дома Кальяри, то есть, понимаете, да, гости одержали победы. Далее, Фиорентина Асколи пока ничья 1-1, Интер дома выигрывает 2-1, Лече дома проигрывает 0-1 Парме, Реджина дома проигрывает Эмполи, Самдория дома проигрывает 0-2 Палермо, Удинезе дома проигрывает Милану 0-3. Гости в большинстве одерживают верх над хозяевами поля. В большинстве матчей, разумеется.
Так, 3-0 в встрече Милан Удинезе на поле Удинезе в Удине. И сейчас попробую узнать, кто забил третий гол. Мяч у Перуцци. Снова Шевченко. Таким образом, у него уже 16-й, 17-й, 18-й мяч. Он идет на третьем месте уверенно в соревновании бомбардиров. Здесь похоже было на нарушение правил. И судья его назначил. Видите как? Пас направо со штрафного и навес в штрафную. Падает Бехрами и игрок Интера Хаверсон. Я сказал Бехрами. Простите, это был Рокки. Так что у хозяев поля пока что впереди только Кьево 3-1 против Сиены и Интер 2-1 против Лацио. Ну и ничья во встрече Фиорентина Асколи. Ничья равносильно почти поражению, потому что теряет команда 2 очка. В остальных результатах, значит, все на стороне гостей. Ошибается игрок Лацио. Мяч в игре. Зря остановился игрок. Вот как раз, наверное, это был и Бехрами. Он остановился, а все-таки партнеру Рокки удалось протолкнуть мяч туда, в штрафную площадь. Добежал бы, не добежал, это другой вопрос. Раньше защитник оказался бы на мяче, можно только гадать. Но по игре должен был двигаться вперед. Ливерани посылает мяч по центру. Не очень точно тоже. Это Воме. Вы правы совершенно, я с вами согласен. Отдай мяч своему слева стоявшему Рекоби и тут же откройся, как это делает бесконечно Верон. Он демонстрирует образцы подобной игры. И ты свободен, получаешь от Рекоби обязательно мяч, и игра пошла уже в другом русле, в другом направлении. Это принципы игры в любом эпизоде. Это принципы игры эпизода игрового. Аплодисменты в адрес Фигу. Он ушел, вместо него Кили Гонсалес вышел. 2-1 в пользу Интера. Ну, лишний раз нам показали Фигу, который открыл счет в этом матче, а второй мяч на счету Рекобы. С мячом Адриано. Вот Адриано никак не забьет. Верон. Хороший пас и выход 1 на 1 и гол. Рекоба забивает свой второй гол и 3-1 в пользу Интера. Значит, помните, я попросил вас поаплодировать Адриано, Рекобе и Перуцци. Перуцци как вратарю, который парировал потрясающий удар Рекоба, а левый, вы знаете, как он бьет здорово. А Адриано мы похвалили за этот пас Рекобе по диагонали назад. Будьте любезны, поаплодируйте Верону, вот его голова лысая мелькнула.
значит, за эту передачу. Вот, и вне игры не было. Ни одна из частей его тела не было в офсайде. А дальше уже под левую ногу. Посмотрите, какой пас изумительный. Правой под левую и, пожалуйста, в дальний угол, как на тренировке, положил в угол, в лузу. Вот так вот. 3-1. 2 гола на счету Рекобы. А мы знаем еще один матч, где 2 гола на счету Андрея Шевченко. Щось Андрій гарно гуляє сьогодні у футбол, як говорить один на Україні. 2 забив. Верон, Воме, Матераци Воме, Кампьясо. Вот вчера, ведя репортаж о матче «Луч Энергия» против «Спартака» на стадионе в Лужниках, я несколько раз, знаете, из комментаторской кабины призывал игроков «Луча», вот так подержите мяч, и вы бы одержали победу. А так, раз не умеете, вот получите ответный гол и 1-1. А потом Сергей Павлов может сколько угодно говорить о том, что его команда должна была выиграть. И он вместе со своими подопечными 2 очка потерял. Жаль, потому что команда во втором тайме играла значительно сильнее московского «Спартака». Значительно. «Спартак» разочаровал. Ну, мы отвлеклись, простите. Мы в Италии. Штрафной удар в исполнении Лацио. Ливерани, капитан команды. И вот удар по воротам. Ух ты, хороший ударчик. И молодец Тольдо. Это Добов. Вы помните, я вам говорил, правый-то у него какой, а? И Тольдо сместился хорошо на шаг в сторону и спокойненько сначала смикшировал удар первым касанием по мячу, а вторым подобрал его в руки. Верон из Камбьязу. И смотрите, куда Рекоба отскочил. Туда нельзя отдавать налево, там вне игры. Рекоба. Хорошо. Это Хавер Санетти. И продолжает атаковать дальше Перуцци. Молодец. Хороший бросок в ноги. Интер Лацио 3-1. И еще 15 минут плюс немного добавленного времени. Правда, вот вчера в матче «Спартак» Луч Энергии, опять возвращаясь к нему, откуда Владимир Питайн набрал 5 минут добавленного времени, ума не приложу. Потеряли мяч хозяева поля в нашем матче в прямом эфире Интер Лацио. Трансляция из Италии и слишком сильный пас. Тольдо на выходе великолепен. Это тот самый пас от Верона Рекобе, а Рекоба правой под левую и чуть-чуть подрезая мяч внутренней стороной, загоняет его в левую. Раз в левую, значит в лузу. В левый угол. Мяч от ноги игрока Лацио за пределами поля. Выходит Таре на замену вместо Пандева. Албанец вместо македонца. Маленький балканский вариант. Так, этому сейчас на голову. И давай, ребят, поборемся.
А пока что угловой у ворот Лацио. Перуцци командует обороной, 3-1 в пользу Интера и навесная подача. И Перуцци выходит из ворот, забирает мяч в руки. Так что единоличный лидер по-прежнему Ювентус, по сути дела чемпион. Он набрал 77 очков. На втором месте Милан, 3-0 выигрывающий у Удинезе. Никаких сомнений в победе нет, 67. Никаких сомнений у меня в успехе Интера в этом матче нет, 65. 2 очка разницы по-прежнему в таблице мы имеем в споре этих команд. То, что они в четверке сильнейших, тоже сомнений нет и продолжат выступать в Лиге чемпионов. Фьорентина претендует и Рома. Фьорентина играет по-прежнему в ничью. Рекоба уходит, Писарро выходит вместо него. Не Круз, который разминался, а Писарро. Роберто Манчини похвалил Рекобу. Рекоба получает порцию аплодисментов еще от восторженных и остается здесь наблюдать за игрой. Утепляется слегка. В остальных городах без изменений, уважаемые телезрители. Если вы хотите освежить в памяти, что там на этот час происходит, на это время, то пожалуйста. Значит, Кьево Сиена 3-1, Фьорентина Асколи 1-1, Интер Лацио 3-1, Лечче Парма 0-1, Реджина Эмполи 0-1, Самдория Палермо 0-2, Удинезе Милан 0-3, Рома Мессина последними выйдут на поле в 30-м сегодняшнем туре в 22:30 по Москве. Вчера Ливорно проиграла Ювентусу дома 1-3, а Тревизо уступила Кальяри тоже на своем поле 1-2. Тольдо командует стенкой, штрафной удар, хорошее расстояние, ливерани у мяча, умеет левой наносить обводящие удары, Дабо рядом со своим могучим правой ногой ударом, ну и кто-то там еще подбежал. А вот ливерани наносит удар, резанный в обвод стенки с внешней стороной. И итог, смотрите, мяч метра на 3-4 мимо ворот, но вроде бы кого-то задел, значит угловой удар. Стоявшего в стенке Таре, навесная подача, Таре борется за мяч, не достает, и удар с дальней дистанции. Это был удар поворотом, но не состоявшийся в плане точности. Опять этому же игроку мяч. Еще будешь бить? Нет, на этот раз на Таре навешивает, не долетает мяч. Направо играет. Не точно. Борьба за мяч. Задумано было здорово, игра пяткой тоже, но не точно. Вот Тара не успел выйти на поле, как ему попало по ноге, и он ушел за бровку, и в меньшинстве играет Лацио. 3-1 впереди Интер. Очень сильно мяч за пределами поля. Удар от ворот, Тольдо ведет мяч в игру. Таре в поле. В полном составе Лацио. Это наставник Лацио. Перуцци отдает мяч партнеру, и Дабо играет вперед.
Не долетает мяч до Бехрами. Кордоба. Верон. Камбьяссо. Воме. Хорошо. Воме. Пас назад. Вот так держит мяч команда опытная, умеющая и знающая, что это такое и как это делается, и зачем это делается. Но с продвижением вперед. 3-1 счет. При счете 1-0 вот такое держание мяча должно быть и подольше, не обостряя игру. Пусть соперник бегает без мяча, когда уже время подходит к концу. Угловой. Заури отбил мяч на угловой. Справа будет подавать хозяева поля. Подача. Удар схода. Камбьясо спешит к мячу. Назад. Точно. Воме. Верон. Видите, как дорожит мячом. Мог бы покрутиться там еще, поискать другой ход, но пасом назад сыграл с Воме. Другой вопрос, что Воме не лучшим образом распорядился мячом. Адриано покидает поле. Наверное, Круз выйдет на поле. Да, точно, Круз появляется на поле, нападающий. Адриано, хотя и не забивает, но не везет ему в последних играх, но все равно его очень любят. И правильно, игрок-то хороший. Уже одно его присутствие и сознание того, что за ним глаз да глаз и может забить, уже заставляет на чеку быть оборону любой команды. Браво! У Воме отлично сыграно с Тольдо. На коротком расстоянии головой отброшен мяч вратарю. Ему брать можно в руки, и он теперь распоряжается мячом по своему усмотрению. Так, Кьево уже против Сиены ведет 4-1. Фьорентина вышла вперед в матче против Асколи. 2-1. Вы помните ситуацию в турнирной таблице? Асколи выиграла у Ромы в предыдущем туре, и Рома по-прежнему претендует на 4-ю позицию. Главный конкурент Фьорентины в борьбе за место в Лиге Чемпионов. У Асколи удален игрок, Асколи в меньшинстве. Но пока у меня нет данных, кто забил второй мяч в ворота Асколи. Брокки открыл счет. То есть, вернее, Домиц открыл счет, а Брокки сравнял. Эмполи забила второй гол в Реджине. Палермо Самдория тоже 2-0. Матерацци обыграл Бехрами, но пас состоялся, и вот Бехрами бил в падении. О, это Рокки, я все время его путаю с Бехрами. Бехрами отстал слегка, а Рокки был на острие атаки и пытался опередить соперника и нанести удар по воротам. Пас адресовали Крусу, Дабо. Дабо отдавал Бехрами, не точно. Камбьясо. С мячом Интер. Пас направо. Верон.
Камбьяссо. Воме. Камбьяссо. Снова Верон. Молодцы какие. Обожаю. Вот что значит класс. Это Писарро. Передача Камбьяссо. Камбьяссо на левый край. Воме подключается к атаке, делает забегание. А пас следует в центр. Верон только что был на правом фланге. Подключается к атаке Верон. Его сбивает штрафной удар. Время подходит к концу. Остается совсем немного играть. Опасный штрафной удар, между прочим. Жаль, Рикоба ушел с его ударом левой. И да, еще и совсем жаль, что ушел Адриано. И тоже ударом левой. По центру. Ну, вратарь здесь выбирает уже, что ему лучше закрывать, что сподручнее. В данном случае правый угол. Перуцци закрывает правый угол. Вот он стоит в правом углу. Кто будет бить у Интера? Я вижу там Круз. И Круз бьет. Едва не попал. Удар приличный у него получился. Смотрите. И бил в тот угол, в котором находился. И обязан был находиться Перуцци. А он начал гадать, потому как подходил к мячу Круз, ему показалось, что он будет обводить стенку. И он двинул в центр, расставил широко ноги. А мяч пролетел как раз в тот угол, который и защищал Перуцци. Коснулся он штанги с внешней стороной и ушел за пределы поля. Кили Гонсалес, Воме, Камбьяссо, Воме. Уже почти истекло время. Сейчас пойдет добавленное. 3-1. Я напомню вам, уважаемые телезрители, результаты всех матчей вот к этому времени. Может быть, где-то закончится игра, я не знаю. Пока еще играют. Но вот следующие результаты. Киево-Сиена. Посмотрим этот эпизод. О, ха-ха. У Круза был шанс. Второй. Можно еще было идти правильно вперед, говорит Роберто Манчини. Можно было уже выжимать из этого момента все 100%. Последняя минута. Смотрите, еще можно было идти. Ставь корпус, а он же ведь мощный парень, рослый. Ставь корпус и все. Еще 2 шага вперед, и уже мяч под контролем. А он показывает, что мяч подпрыгивал, поэтому и ударил выше. А вот еще 2 шага, он бы укротил мяч, положил бы его совсем вниз и мог забить. Шанс был гораздо больше. Фьорентина забила 3-й мяч в ворота Асколи. Очень интересно, кто. Три минуты добавил арбитр. 3-1 в пользу Интера. 3-0 Милан выигрывает по-прежнему у Удинезе. Ну, я к разочарованию вашему и своему не могу найти, кто у Фьорентины забил следующие 2 мяча. Не могу никак узнать. Атакует Интер. Сейчас сыграют уже 2 добавленных минуты. Ну что, был еще вариант.
Ливерани набегался, свело ногу под самый уже занавес матча. Так что придется арбитру добавлять еще время. Четвертый мяч забивает Милан. 4-0, и игра закончилась. 4-0. Закончилась игра Киево-Сиена. 4-1 в пользу Киева. Заканчивается добавленное время. 3-1 в пользу Интера. Угловой удар у ворот Лацио. Да, нагрузка очень большая на сайты под конец матчей. Все же играют, уважаемые телезрители. Играют, да, наконец-то. Зайдорф забил гол. 2 Шевченко. 1 Желардино и 1 Зайдорф. Так, Лука Тони забил 1 мяч, и теперь у него уже 24 забитых мяча. 1 он забил всего-навсего. Брокки, Тони, Пацини и Домици у проигрывающих, Асколи. И там проигравших, то есть там время почти уже истекло. У нас заканчивается игровое время. 3-1 в пользу Интера. Заканчивается игровое время, имею в виду и добавленное. Полностью отведенное уже на этот матч. 3-1. 4-0 выиграл Милан у Удинезе. «67 мячей забил Милан. Больше всех, больше, чем единоличный лидер, на 10 мячей. То есть, нет, я вру, извините, сейчас скажу, он забил, вчера 3 мяча забил, значит, он забил 60, но больше на 7 мячей. Все, свисток арбитра, игра окончена, 3-1, Интер выиграл у Лацио. И таким образом ситуация в турнирной таблице наверху следующая. Блестяще сыграл Перуцци, браво. Ювентус 77 очков, Милан 67, Интер 65 и Фьорентина 59. Рома идет 5-й, 55 очков, но у нее сегодня игра с Мессиной в 22:30 по московскому времени. Следите за информационными выпусками на канале «Наш футбол» в том числе. Я шучу. На канале футбольном, равно как и на спортивном, на онлайн. В общем, система спортивных каналов действует, дорогие друзья. Я вас поздравляю с таким обилием каналов, когда приходится даже комментатору, природному работнику НТВ+, даже путаться в этих каналах. Короче говоря, на футбольном канале закончилась прямая трансляция матча Интер-Лацио из Милана. Интер выиграл 3-1. И на этом мы заканчиваем трансляцию. Благодаря всех за внимание и своих друзей за работу. У микрофона был Владимир Масличенко. Всего самого доброго.